Что вы знаете о вашем сопернике? Изучили ли вы своего соперника? Что вы можете сказать? Если по первому матчу судить, когда мы играли с Меру, у нас информация была очень скудная, потому что только игра с Хаджентом, которую они играли, это и матч с нами, это две большие разницы, это две разные команды, когда Мерф укрепился в групповом этапе. Ну, как я говорил тогда, перед матчем после Мерва, эта игра, следующая игра, то, что Алтын-Асыр играл в Бишкеке с Абдушата, это уже другая информация, это полнейшая информация, которую мы имеем. Плюс недавно матч, который Мер провел против Алтын-Асыра, где выиграл Алтын-Асыр, тоже информация есть, хотя этой игры у нас нету, потому что здесь немножко закрытая информация по видеотрансляции. Но, в принципе, все то, что нам нужно было, все изучено, все просмотрено. Мир технологий сейчас доступ большой. Ну, что сказать, единственное неудобство, которое у нас было, это логистика добираться сюда. Это очень большое неудобство. Также мы общались с руководителями Мерва, когда они тоже добирались до нас очень сложно. Вот в этом есть неудобство. А так, я думаю, что все будем готовы к игре, чтобы показать хороший футбол. Ну, пусть победит сильнейший. Спасибо. Есть вопросы? Пожалуйста. Как вы знаете, Алтын-Асыр является самой титулованной командой Туркменистана, и Алтын-Асыр уже не первый год выступает на Кубке АФК. Что вы ожидаете от этой команды, учитывая то, что в прошлой игре они проиграли? Вы будете предпринимать какие-то тактики против Алтын-Асыра? Может быть, вы будете работать на контратаке или на защите, на контроле мяча? Что вы планируете от игры? Если взять в целом, знаете, прошлый матч, который Алтын-Асыр проиграл в Бишкеке, да, можно сказать, что за 9 минут Алтын-Асыр пропустил 3 гола, и этот проигранный матч был вот этот 9 минут отрезка, который позволил сопернику забить 3 гола. Да. В общем, в плане игры, если взять, Алтын-Асыр владел инициативой, Алтын-Асыр на выезде играл очень мощно, но, к сожалению, в футболе бывает такое, что пропускаешь гол, и потом команда после второго гола не поверила уже, наверное, что может отыграться или так. А о том, что вы говорите, знаем ли мы информацию, что это самая титулованная команда вашей страны, конечно, мы это знаем, постоянный участник Кубка АФК, плюс выход Алтын-Асыра до 1/4 финала Кубка АФК был, да, если я не ошибаюсь. Это очень титулованная, очень сбалансированная команда, поэтому я думаю, что в этом плане у нас информация огромная, плюс прошлый год выступление у нас в Душанбе, которое команда показывала, с нами играли, мы тоже это смотрели. Есть информация, я думаю, что немножко информация будет, наверное, у Алтын-Асыра по нам, сложность, да, которую они не имеют такой возможности. А у нас есть вся информация, да, мы смотрели. А по поводу тактики, ну, это пусть будет наш секрет, да, я не могу вам озвучить, какая тактика будет завтра на этот матч. Это футбол. Посмотрим, завтра все решится на матче. Спасибо. Пожалуйста. Георгий Асланян, тут мне портал. В первую очередь, я прошу прощения, Алтын-Асыр до финала. Да, я извиняюсь, Вопрос к Евгению, чтобы не скучали. Вчера приехали вечером, уже мы посмотрели, что вы провели некую тренировку на поле, поработали с мячом. Вот. Скажите в целом, в каком состоянии сейчас функционально находитесь и какие сюрпризы завтра, может, готовы преподнести на поле? В целом, времени на восстановление после такого долгого пути есть у нас. В целом, сегодня еще пройдем тренировку. Так состояние, стабильное. Это футбол, то есть, переезды, гостиницы, автобусы, это все часть нашей жизни. Все готовы к этому. То есть, тут нет какого-то... Да, дорога сложная, но каких-то новшеств нету. В целом, есть время на восстановление. В целом, команда, я думаю, готова. Физически мы готовы. У нас очень плотный график, мы в хорошем игровом ритме, хорошие результаты последние несколько дней. Поэтому, я думаю, мы сможем вас завтра удивить. Означает ли это, что вы будете довольствованы только лишь победой? Да. Спасибо. Еще есть вопросы? Да. Пожалуйста. Еще один вопрос. В прошлый раз, 2 недели тому назад, Ахал играл в Лиге Чемпионов здесь, в Ашхабаде, и болельщики очень сильно поддерживали команду из Туркменистана. И в этот раз, как мы знаем, уже все билеты распроданы и будет аншлаг. Психологически, как это для вас будет действовать, потому что стадион будет полон и будут все болеть за Алтын-Асыр.
Будет ли это вам мешать? Ну, болельщик это всегда 12-й игрок у команды. Болельщиками нас не удивишь, потому что у себя в чемпионате мы играем. Это команда, которая имеет свою армию болельщиков. У нас тоже очень много болельщиков. Ну, естественно, когда играешь на выезде, когда болельщик поддерживает свою команду, это вносит свои коррективы, потому что любой болельщик свою любимую команду гонит вперед, будет давить команду, хочешь это не хочешь, но болельщик заставляет играть. Поэтому у вас, наверное, есть плюс, то, что у вас есть 12-й игрок, завтра в этом большой плюс. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Все, спасибо тогда. Да.
aliado. Ah,